Добрый день участникам нашего международного семинара. Добрый день. Сегодня у нас замечательный мастер-класс повышение психолого-педагогической компетенции родителей, законных представителей, детей от 0 до 18 лет в вопросах помощи ребенку, переживающему жизненную трудную ситуацию. Понятно, что ситуации бывают разные. Трудные ситуации возникают у детей всегда. И, к сожалению, может быть, а может быть и к счастью, они не зависят от возраста. Сегодня с нами будет психолог регионального центра социальных технологий Лужикова Ирина Васильевна. Здравствуйте. С Ириной Васильевной мы сегодня как раз-таки побеседуем на эту тему. Она нам даст много интересных, я надеюсь, да, таких каких-то Ответов. и ответов на вопросов, и каких-то, может быть, мастер-классов, может быть, каких-то тренингов, да, которые можно использовать дома, когда возникают какие-то либо непредвиденные ситуации. Ну, первое, что бы я, конечно, хотела спросить, скажите, пожалуйста, Ирина Васильевна, а какая ситуация для ребенка может стать трудной? Вообще, да, что такое понятие жизненная трудная ситуация? Да, действительно, то есть трудная жизненная ситуация – это та ситуация, с которой ребенок не справляется, с которой он не может Мгм. справиться без помощи окружающих. У наших детей с определенного возраста появляется своя личная жизнь, в которую не всегда заглянешь, как в открытую книгу, да, как говорят. И они не всегда готовы делиться с теми мыслями, которые вот у них сюда спрятаны. И с возрастом вот эта внутренняя скрытая жизнь растет. Ну и бывает очень сложно подобрать родителям слова, чтобы как-то даже элементарно спросить ребенка о том, что сейчас он чувствует, что сейчас он переживает и вообще что сейчас происходит с ним. Для подростка в силу его возрастных особенностей кризисной вообще может стать любая ситуация, которую он лично переживает как неразрешимую. И поэтому взрослые, они очень должны серьезно к этому относиться и быть, наверное, очень внимательными к тем и эмоциональным переживаниям ребенка, и тем даже поведенческим каким-то то, что ребенок нам предлагает через поведение, обращать на это внимание. Ну, ситуации, которые могут быть для подростка кризисными. Ну, во-первых, это любая обидная, оскорбительная ситуация, которую ребенок глубоко переживает и не может, как говорится, из нее вот здесь и сейчас Здесь и сейчас найти найти выход. выхода. Мгм. Также несчастная любовь, разрыв элементарно даже с подругой, с другом тоже может быть для ребенка в данном случае трудной жизненной ситуацией. Ссора, конфликт со значимыми людьми, это с родителями, с учителями, травля та же. Итак, сегодня мы говорим о ситуации для детей, которая для них является сложной, трудной, неразрешимой жизненной ситуацией. Для подростка понятно, что в силу вот их возрастных особенностей кризисной становится абсолютно любая Да, ситуация. совершенно верно. Будь то там, допустим,
неправильное сказанное слово, потому что все-таки психика в это время пластична очень у детей. Ранима, можно И сказать. ранима, и очень такая, как сказать, живая, да, открытая, скажем так, как живой нерв. То есть дети в это время как раз-таки перерастают, становятся другими, то есть они уже не маленькие, но еще не совсем большие. И вот этот вот момент все-таки их быстрее, наверное, загоняет в стрессовую ситуацию, в трудную, возможно, ну, мы так предполагаем, да, которая вот как раз-таки направляет их вот в силу вот этих вот переживаний, да, различных эмоциональных каких-то расстройств. Поэтому любая ситуация, которая возникает вокруг ребенка, может стать для него как раз-таки вот такой вот сложной и тяжелой. Да, Как уже трудно. вот Ирина Васильевна сказала, это естественно, это папа с мамой неправильно как-то, или для него, как показалось, сказали не то, там внешний вид не такой, там еще что-то, педагог, допустим, как-то более резко отозвался, оценка не та, с другом поссорился, с подругой разрыв, первая любовь, там все что угодно может быть. Да, совершенно верно. И вот еще, Ирина Васильевна, понятно, что мы чаще всего как бы затрагиваем подростков, а у детей, допустим, младшего школьного возраста, дошкольного возраста, ведь у них тоже также может возникать ситуация очень трудная, кризисная. Каковы вот в этом плане, какие бывают ситуации? Ну, почему мы сразу начали с подростка, во-первых, да, потому что именно взаимоотношения дети и родители именно в подростковом возрасте чаще всего у нас, ну вот, более сложные, да, да, более сложные становятся? становятся. И подросток, он как шкатулка, то есть закрывается и порой не открывается родителям, да, то есть все хорошо, как у тебя дела, да, все нормально. И поэтому родителям именно вот на этот возраст следует обращать внимание, потому что именно в этом возрасте чаще всего и мы наблюдаем большое количество, да, суицидальных каких-то проявлений, это и аутоагрессия, может быть, да, вот эти порезы разнообразные, буллинг, кибербуллинг и так далее. Дети более младшего возраста, да, конечно, у них тоже, они все живые, они все вот здесь общаются с нами, возникают эти трудные ситуации, но в этом возрасте мы, как родители, еще можем это как-то, то есть предвидеть, да, предугадать, потому что ребенок еще очень открытый, он еще не умеет, так сказать, да, второй мысли строить. Вот здесь относительно того, что происходит на будущее, да, надолго что-то там предвосхищать. И поэтому, если родитель наблюдателен, если он с ребенком, как говорится, и эмоционально, и поведенчески они очень близки друг с другом, он, в принципе, вот эту трудную ситуацию, которая Может как предугадать или предугадать, разрешить? разрешить и, ну, как говорится, подстелить соломки уже Ну, изначально. в общем, помочь ребенку, Да. то есть, в принципе, увидеть. А про подростков мы почему говорим? Потому что сейчас, насколько я помню, вот эта вот линия вроде бы как подросток, она все-таки уменьшилась. Если раньше мы говорили, что это 15-16 лет, то сейчас это дети гораздо раньшего возраста, у которых как раз-таки возникают такие вот более сложные, трудные, кризисные ситуации, на которые все-таки стоит обратить внимание и родителям, и педагогическому составу в школе. Вот какие могут быть вот эти вот ситуации? Ну да, действительно, планка подросткового возраста в настоящее время, она довольно-таки уже, можно сказать, спустилась до такого возраста, как 10 лет. То есть 10-11 лет – это вот уже те проявления подростничества, да, которые мы, как особенности подросткового возраста, все сюда можем уже включать. А как раз-таки в 15-16 лет это уже, можно сказать, более устойчивые уже какие-то. И психика здесь уже более-менее у них образовалась, да, и они восприятие окружающего уже такое у них более, так сказать, по-взрослому, что ли, да? Но все равно родителям, да, стоит обращать особое внимание и бережное отношение все-таки к своим детям и отслеживать такие ситуации, дабы не навлечь каких-либо проблематических ситуаций. Ну и как бы следующий, да, вопрос: каковы ситуации, да, вообще могут стать кризисными? Какие? Ну вот как мы уже изначально обозначили, что любая обида, любая переживаемая ребенком
ситуация там расставания с любимым человеком, с подругой, с другом, ссора, может быть, и с родителями, там, с учителями, конфликты здесь же, на этой же, да, с этими же взрослыми, травля, тот же самый буллинг в школе, издевательства со стороны сверстников, да, то есть если это в интернет-сетях, например, происходит, тяжелая жизненная ситуация, там развод родителей, смерть родителей, да, какое-то заболевание тяжелое родителей или же значимых взрослых, даже разочарование в школе, когда ожидания одни, а происходит, например, другое на самом деле, да, это касаемо и в оценках, и вот сейчас, в настоящее время, это и экзамены и так далее, тоже может стать для ребенка трудной, непреодолимой и требующей помощи ситуация. Ну и, естественно, это когда основной, наверное, следует обратить на что вот во главу угла ставить, это нестабильность семейной ситуации. То есть когда неприятности в семье, да, между родителями, между родителями, ребенком, семьи, да, это, естественно, тут должно быть в первую очередь об этом сказано, что ребенок на это реагирует в первую очередь. Ну, наиболее тяжело, да, вот эти ситуации дети переживают с такими личностными особенностями, как с эмоциональной нестабильностью, если, например, ребенок. Если ребенок импульсивен, да, то есть склонность у него имеется к непредвиденным поступкам. Если у ребенка все, желание имеется такое все время делать все, вот, как говорится, как рассказал, как папа, как учитель велит, да, то есть идеально, то есть такая перфекционист такой, обостренная реакция на определенную критику, там, на какие-то ошибки, на недочеты. Если ребенок с агрессивностью, имеется в виду какие-то непреодолимые у него проблемы, трудности, гибкости мышления не хватает, присутствие инфантильности в поведении. Также с самооценкой, то есть как дети с завышенной самооценкой, так и дети с низкой самооценкой тоже будут на это реагировать наиболее остро, так сказать. Ну и тревожные, подавленные, да, дети тоже будут являться, вот как раз-таки реакция у них будет наиболее острая. На это нужно обращать внимание. Понятно. Конечно, что в первую очередь нужно обращать внимание на поведенческие, да, какие-то особенности ребенка, да, и их учитывать все-таки, понимая, что если, допустим, вы предъявляете уже более завышенные требования к своему ребенку, то, естественно, у ребенка может быть совершенно другая реакция. Это нужно отслеживать. Вопрос такой, вот ребенок, ну, мало ли, да, конечно, не дай бог, да, мы не желаем никому такого, но вот возникла ситуация, возникла кризисная ситуация, возникла трудная жизненная ситуация для ребенка. Как ее увидеть? Как вот мама, как папа, да, как они могут определить, что с ребенком что-то вот, что он действительно это... Ведь не все дети могут прийти и сказать: мама, мне плохо, мама, я переживаю, да, или там: папа, у меня трудная жизненная ситуация, я поссорился с другом. Не все дети настолько открыты. Как родителю или педагогу уловить вот это, увидеть? Ну да, действительно, вот чтобы увидеть и чтобы, так сказать, проследить, что сейчас, да, происходит с ребенком и на что следует обращать внимание, в первую очередь это поведение ребенка, да, то есть ребенок изначально всегда, к примеру, был веселым, всегда был какие-то доверительные у вас беседы, и тут он замкнулся. Да, то есть ребенок что-то переживает, ребенок что-то крутит внутри, то, с чем он не может связаться. И все время одни и те же отговорки, то есть да, все хорошо, да, все нормально, да, и у ребенка нарушился режим. К примеру, он всегда ложился в определенное время, да, в определенное время у него были часы там приема пищи, и тут он либо наоборот начинается переедание, либо, например, отказ от пищи, либо он, если это уход ко сну, то не ложится очень долго спать, или же наоборот, он очень рано ложится спать. Все время настроение упадническое, да, то есть эмоционально ребенок, может быть, даже нестабильность какая-то появляется, раздраженный, когда все время, например, психика была изначально более-менее ровная.
Если, например, он не общается с друзьями, с которыми всегда общался, и тут резко закрылся, что-то происходит, и закрывается в комнате подолгу, не разрешает заходить. Если же, например, все время у него какие-то были увлечения, которые, ну, как режимный момент он соблюдал, и вдруг это все уходит, и ребенок как будто бы становится другим, да, то есть на это тоже следует обращать внимание, естественно. Ну и если ребенок стал очень много сидеть в интернете, например, да, опять-таки что-то где-то искать, какие-то, может быть, вопросы на ответ, или же наоборот ввязался в какую-то, да, ситуацию, что опять-таки много времени проводит в интернете, на это тоже следует обращать внимание. Ну, наверное, вот так. Ну, в первую Ну, очередь то есть даже... это вот какие-то поведенческие, да, в первую очередь, какие-то психологические, физиологические какие-то Естественно. изменения, да, которые можно, ну, в принципе, заметить за своим ребенком и вообще за ребенком в классе, что вот он был активный, стал пассивный, да, допустим, Совершенно верно, или да. там, допустим, ребенок вот дружил с Машей, теперь не хочет он, или там с Васей, вот, ну, не хочу, мы просто вот поругались, не хочу, Или все. просто даже не хочет идти в Да, или школу. просто не хочет идти в школу, там куда-то на какие-то мероприятия и так Кружки. далее. То есть вот здесь вот понятно, что стоит обратить внимание. И вот самое главное, Ирина Васильевна, очень часто родители начинают, как сказать, давить на ребенка: давай поговорим, давай пообщаемся, я вижу, у тебя что-то не так, вот срочно мне все расскажи. Вот как правильно, логично, грамотно родителю подойти в такой ситуации к ребенку, чтобы он действительно стал, ну как, доверился, да, чтобы он вот эту ситуацию раскрыл, отдал ее родителям, чтобы они смогли совместно найти выход из ситуации. То есть, ну, я так думаю, что вот это вот самый важный такой нюанс, когда действительно бывает, что родители немножечко забывают, что дети взрослеют, и все-таки своим авторитарным каким-то методом, да, своим поведением пытаются вытащить ребенка на разговор. Как это сделать грамотно, не обидеть, не травмировать еще больше, то есть не загнать ситуацию в еще сложную. Более сложно. Да. Каким образом? Да, наверное, или к сожалению, или к счастью, но родители своей заботой иногда, своим, может быть, желанием решить все проблемы ребенка, да, или наоборот, как-то проникнуться аж прям до сути, начинают ребенка либо авторитарно что-то предлагать, да, либо уговорами, либо сравнениями, что я в твоей жизни, ну, то есть всеми теми методами и приемами, которые, ну, как говорится, неконструктивными, да, которые не решат проблему и доверие, так сказать, могут Еще подорвать. больше, да, Да. подорвать. Ну, что же делать, чтобы ну, как-то вот это доверие, может быть, или же выстроить, или же наоборот, уже, если есть это у вас доверительные эти отношения, Чтобы как-то их подойти, да, не испортить еще. что же сделать? Ну, во-первых, вот та эмоциональная связь с ребенком, которая с подростком, конечно же, да, ее нужно поддерживать. Ее нужно поддерживать именно не в тот момент, когда вот что-то происходит, да, и мы тут вдруг опомнились как родители: ой, ну я же родитель, мне там нужно с ребенком пойти и сегодня вот начать разговаривать. То есть, во-первых, это должно быть ежедневное уделение ребенку времени на именно взаимоотношения тет-а-тет, да, то есть мы не всей семьей сидим и разговариваем, а именно вот мама с ребенком, папа с ребенком, да, то есть эти доверительные беседы должны быть как ритуалы, как традиция в семье, чтобы знать, во-первых, чем живет ребенок, ну и вообще, чтобы строить вот эту Да, эмоциональную и, связь. наверное, какие-то определенные вопросы должны быть у родителя, то есть не как вот многие, да, ну, рассказывай, что ты там, да, а хотя бы с элементарного, да, как у тебя прошел сегодня день, да, что сегодня было там в школе, ага, а что ты сегодня там, допустим, вот это делал, или а что вы сегодня там кушали, отвлеченные какие-то темы, да, на которые ребенок действительно будет доверительно отвечать, и вот если эта постоянная беседа проходит, то тогда, конечно, любой родитель, наверное, может насторожиться, когда ребенок говорит: да ничего, все нормально было, да, ничего, было все вкусно или там все невкусно. То есть, когда элементарные вопросы, которые вы ежедневно вели беседы, да, с ребенком, когда вы просто беседовали, там, а как вот вы провели день, а чем вы сегодня занимались, а что вы сегодня делали, и когда ребенок начинает вот из этого круга уже уходить, тогда вот уже стоит, наверное, как бы вот и какие-то это звоночки
сыночки к тому же, и в Мгм. то же время все-таки не дают потерять вот ту нить взаимопонимания, да, и Взаимоотношения. взаимосвязи, Мгм. взаимоотношений между ребенком и родителями. Ну, Ну, это мое как мамина, да, мгм. предположение, но я так предполагаю, что, наверное, это было бы правильно. Ну, вообще, если есть в семье традиция вот, друг с другом, например, да, какие-то определенные ритуалы исполнять, то есть Мгм. как ты себя чувствуешь, а как ты сегодня провел день, а расскажи, а что у тебя было там вот с Ваней, а как ты сегодня, ну, то есть и ребенок, вот зная вот эту то есть линию поведения, линию взаимодействия со взрослым, он и будет ее в дальнейшем, как говорится, да, предлагать Мгм. и во взаимоотношениях с другими взрослыми, и в будущем во взрослости уже, и это очень хорошо, это здорово на самом деле. А если вот вы вдруг здесь ни с того ни с сего, да, мы начинаем вот тут раз, давай рассказывай, вот я вот узнал, Мгм. что там то-то, то-то происходит. Ну-ка, Да, да. ну это Мгм. одно, и второе, наверное, все-таки с точки зрения и педагогической, и психологической, не стоит давить на ребенка и не стоит Мгм. все-таки за любую первую попавшуюся ситуацию, хорошая она или плохая, Мгм. или непонятная пока что даже для ребенка, не то что для вас, его ругать. То есть в Мгм. первую очередь не накидываться на ребенка с руганью, а все-таки Мгм. выяснить эту ситуацию, Мгм. да, то есть определить, поговорить, пусть он вам расскажет, и потом уже смотреть, да, действительно ли это плохая ситуация настолько, что можно кричать, ругать, кидать, швырять, да, там, и Мгм. вообще Ну, естественно. скандалить с ребенком. Вообще, стоит ли она того? И Мгм. разобрать ее по кусочкам, наверное, и тогда все-таки ребенок будет вот, не потеряет вот эту вот доверительных отношений с родителем, понимая, что да, мне влетит, но все-таки это будет вот, ну, такая вот ситуация, Мгм. что меня не будут постоянно ругать за то, что я неправильно сказал, не так встал, не так оделся, не так. То есть нету такого, как сказать, тотального контроля, да, от Мгм. родителей и тотального такого жесткого, Попустительство, да, наоборот. попустительства. То есть нужно понимать, что либо туда это не то. Мгм. Ну да, Все-таки нужно как я бы разбирать это я все. понимаю, да, что сейчас мы говорим о стиле родительского Да, 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 что воспитания. оно все-таки является основополагающим вот в этой Мгм. ситуации. Да, ребенок растет, и, естественно, вот тот стиль воспитания, например, тот же авторитарный, да, или же Мгм. попустительский, он уже именно в подростковом возрасте, он не будет иметь, так сказать, эффекта, да, результативности, Мгм. а именно авторитетности, когда родитель в глазах ребенка является авторитетом, которому можно довериться, которому можно по-взрослому пообщаться, который тебе поможет, да, и подскажет, может быть, да, вот Выход из выход из той или ситуации. иной ситуации и не будет тебя в этом случае ни гнобить, ни сравнивать, ни как-то еще ущемлять личностные твои какие-то да, особенности, а именно поговорит вот по ситуации. Ну, вообще родителю, узнав по каким-то поведенческим особенностям, от других людей, да, еще как каким вот он Мгм. узнал, что да, ребенок переживает трудную эту ситуацию. Ему нужно, ну, естественно, как самому близкому человеку Мгм. помочь сейчас ребенку. Естественно, родителю, во-первых, нужно самому успокоиться. То есть вот то эмоциональное состояние, которое он предлагает ребенку, он сначала должен оценить сам. То есть насколько я спокоен и насколько я могу сейчас с ребенком вот Ну и на эту контролировать тему свои эмоции. да, разговаривать. То есть успокоиться самому. Ну и, естественно, все внимание ребенку. Вести беседу с ребенком, ребенка с ребенком беседу так, как будто вот сейчас никого и ничего нет, кроме нас с тобой. Да? Все время посвящено только тебе. Никаких уговариваний, там, нотаций, как я говорила, да, там, сравнений здесь не должно быть. Мы даем возможность ребенку выговориться, и потом уже только сами начинаем что-то предлагать. То есть ребенок должен, как говорится, излить нам вот это в таком понимании, да, как он сейчас это принимает, воспринимает, чувствует, и потом мы уже свое родительское сюда предлагаем так аккуратно и очень нежно. Ну, Ну и да. да, Ирина Васильевна, и, наверное, все-таки не стоит забывать, что мы тоже когда-то были детьми, подростками, Мгм. у нас тоже были различные ситуации. И если родитель предлагает ребенку и говорит, ты знаешь, а я тоже был в такой вот и в такой Мгм. ситуации. То есть, когда родитель не боится рассказать ребенку, что он тоже Мгм. был, что он тоже вот, ну да, ну было, Мгм. вот да, у меня тоже такая ситуация получилась, но мы сделали вот так.
А как ты думаешь? Давай вот мы с тобой подумаем, как Мгм. лучше. То есть здесь, наверное, все-таки не нотационно, а все-таки по-дружески параллельно искать выход. И вот если уже действительно в доме мама, папа, то есть ну, семейно, с Мгм. ребенком, с педагогом, они не могут найти какой-то выход, то здесь уже можно подойти и к специалисту. То есть можно уже решить Мгм. ситуацию через специалиста, через психолога, пусть даже школьного психолога, или обратиться даже вот, ну, в консультационный Мгм. центр, или к вам в Центр социальных технологий. То есть Да, и тогда конечно. уже можно как бы говорить о том, что ситуация будет разрешима. То есть не надо бояться говорить о том, что мы тоже были детьми. Не надо быть всегда полным идеалом в глазах Мгм. ребенка. Поэтому дети чаще всего, наверное, и боятся довериться. Возможно, да, конечно. То есть, как мы, наверное, читали, знаете, да, по Берну, что в человеке три составляющие, да, это ребенок, взрослый и родитель. И вот эти три составляющие мы как раз-таки и должны именно в подростковом возрасте уметь варьировать. То есть в какой-то момент мы общаемся на равных, как взрослый взрослому, да, и предлагаем Мгм. определенные выходы из ситуации, делимся этими выходами. А как вот, а ты знаешь, вот я вот так это провел, вот, ну, то-то, то-то было, я Мгм. так вышел из этой ситуации, а как ты думаешь? Или же, например, посмотрели какой-то фильм, или же прочитали где-то в интернете, Мгм. обсудили эту Мгм. ситуацию по-взрослому. В какой-то момент требуется и ваша родительская составляющая. То есть ребенок, он это то существо, которое все-таки требует еще от родителя определенной защиты, да, определенного какой-то вмешательства как родителя, которое он внутренне чувствует как определенная какая-то защита, оболочка, в которой он еще как ребенок может вот Мгм. Мгм. почувствовать вот эту Ну, безопасность. конечно, Да. это как вот есть такое одно очень хорошее выражение, крылатое выражение, Мгм. да. Я не могу тебе помочь деньгами, я не могу тебе помочь в этой ситуации, допустим, да, там еще как-то связями или Мгм. еще что-то, но я всегда могу тебе помочь дверью. То есть я могу открыть свою дверь всегда для тебя, и я приму тебя любым. Ты Мгм. мой ребенок. Я всегда буду на твоей защите, на твоей стороне, я буду твоей поддержкой. И Мгм. вот это родитель, наверное, должен помнить всегда. Ну да, это как родитель должен помнить, так и ребенок, он должен это, в принципе, внутри Понимать. себя и, да, и держать, и понимать, вот что бы ни случилось в любой ситуации, даже пусть это будет конфликтная ситуация. В принципе, ребенок живет не в вашей квартире, он живет в мире, где существуют и конфликты, да, и, в принципе, эти конфликты нужно Мгм, мгм. уметь, да, выходить из них и разрешать. И когда родитель, общаясь с ребенком, что-либо предлагает, и если он заканчивает такой фразой, что в любой ситуации мы с тобой найдем выход, моя дверь, то есть, да, всегда Мгм, открыта для тебя. Мы, мгм. как родители, всегда тебя примем, поддержим и попробуем разрешить эту проблему. Если ребенок вот это, ну, слышит часто, если он это внутри принял как, ну, определенное такое кредо, да, их вот семейное, Мгм. он и это и будет, в принципе, в жизни воплощать. То есть он не будет бояться к родителям и обращаться, и звонить даже в самую трудную ситуацию, даже в ситуацию, когда он не прав. Да, он будет знать, что да, родители примут. Да, будут санкции, но эти санкции будут справедливыми, и они не будут идти в ущерб его личности, да, а только вот по Ну, в любом отношению к случае, да, когда ребенок поступкам. оказался в кризисной, в сложной, в тяжелой жизненной ситуации, когда он звонит или когда он приходит, и если вы сразу же понимаете, что он не прав, не надо применять никаких Мгм. санкций к Ну, ребенку. То естественно, есть естественно, первоначально нужно выслушать, выслушать да, его мнение, почему именно так он считает, а не и по-другому, да, а да. не Мгм. по-другому. И только лишь потом, разложив все как бы Составляющие, да. составляющие, можно Мгм. уже тогда с ребенком объяснять, что да, он был неправ, и поэтому Мгм. возникла такая ситуация. Но сразу же ни в коем случае нельзя этого делать. Потому что да, мы либо усугубим ситуацию, либо загоним ребенка еще Мгм. в больший трудный тупик, да, жизненный, ну, либо выведем его на какой-то эмоциональный Мгм. всплеск, который, ну, Ну вот, ни к да-да-да. чему хорошему как бы не Мгм. приведет. Следующий такой вот вопрос, да, расскажите, пожалуйста, Ирина Васильевна, а какие вот могут быть примеры для ведения диалога с ребенком, находящимся в кризисном Мгм. состоянии, чтобы вот как раз-таки не вызывать такие вот неприятные негативные Мгм. ситуации?
Ну, к примеру, то есть нужно как-то начать разговор с ребенком, да, а тут ребенок у вас вот, ну вот не сложилось у вас сейчас вот с ним каких-то доверительных, да, там, бесед и отношений. То есть элементарно все просто, то есть не нужно тут каких-то сказочных преамбул. Мне показалось, что в последнее время ты выглядишь расстроенным, не таким, как обычно. У тебя что-то случилось, да? Ну, то есть все предельно просто. То есть на начало разговора вот такую фразу. Естественно, далее вы уже слушаете ребенка, да, и пересказываете, да, как прием такой, правильно ли я тебя поняла, что ты, да, действительно ли это так, что, и пересказывайте то, что ребенок сказал, что таким образом мы даем ребенку понять, что мы его слушаем, да, и эта информация для нас важна. И с другой стороны, мы для себя еще раз, как будто бы еще раз как бы эту ситуацию переживаем, что ли, и, может быть, раскроется именно та сторона для ребенка, которую он вот здесь сейчас не видел, когда это произошло. Ну, далее мы проясняем. Правильно, бывало ли тебе так тяжело, что хотелось, чтобы это поскорее закончилось? Да? Ну, то есть насколько ребенку вот эта ситуация была необычной, да? Насколько ему нужна сейчас вот эта помощь, насколько он сам справится и вообще, ну, нужно ли вообще моя сейчас вот как родитель помощь, или он может справиться вот теми имеющимися способами, которые Самостоятельно. да, самостоятельно у него имелись до этого. Далее вопрос на расширяющие перспективы. Давай подумаем, какие могут быть выходы из этой ситуации. Да? То есть накидываем сначала, я накидаю, потом он накидывает, например. Да? А как ты раньше справлялся с этими трудностями? А помнишь? И то-то, то-то, то-то. Да? То есть ребенок предлагает что-то. Что бы ты сказал, если бы на твоем месте был твой друг? Да? А еще есть такой прием, да, в психологии. А давай подумаем, вот если бы это был сказочный персонаж, и вводится какой-то персонаж. Вот как бы ты думал, как бы он сейчас вот рассуждал и действовал в этот момент? Что бы он сделал? Да. Ну вот сказочный персонаж, это, конечно, интересно. А когда ребенок 15-летний, сказочный персонаж, конечно, тут уже не пойдет. Здесь, наверное, все-таки какой-то его кумир, Ну, какой-то вот тот человек, которому он действительно как бы, ну, доверяет, да, то есть у нас же в авторитете. есть... Да, авторитетный какой-то вот, может быть, это тренер, да, где ребенок занимается, может быть, это действительно какой-то певец, там, артист или еще кто-то, потому что, ну, родитель, в принципе, должен понимать, да, чем увлечен его ребенок. Да, и здесь, кстати, вот на этих вопросах мы можем уже увидеть, да, то есть насколько ребенок вот данную ситуацию оценивает для себя серьезно, насколько он видит эти выходы, да, насколько он справится с этой ситуацией, насколько эмоционально тяжело ему сейчас, и есть ли те люди, к которым он может обратиться, да, и вот оценив вот это все, да, собрав эту информацию, мы уже как родители начинаем свое родительское вот здесь взрослые предлагать. Ну, и, естественно, для нормализации, для того, что данная ситуация – это не крах, да, это не потоп, и это не конец жизни, мы ему предлагаем. Да, иногда мы все чувствуем себя подавленными, неспособными что-либо изменить, но потом это состояние проходит, что это Бывает, не да. конец света, да. Мы все решим, мы найдем выход, и с этим справимся. То есть, ну, в принципе, вот такие вопросы, вроде бы несложные, да, не какие-то из ряда вон выходящие, да, там, с подтекстом психологическим, непонятным для ребенка, они открывают эту ситуацию, да, изнутри, можно так сказать, и нам, взрослым, понимание дает, и ребенку дает вот ту ниточку, можно сказать, да, мы протягиваем вот, доверие, понимание, что родитель сейчас на моей стороне, он интересуется вот, да, теми моими трудностями, он заинтересован, он хочет мне помочь, но вот уже протянет ли он вам руку, да, в этот момент ребенок, да, для того, чтобы вы взяли и помогли ему, да, так сказать, выйти из этой ситуации, или же наоборот, он еще будет вот в этом коконе, в этой шкатулке, да, это уже вот как раз-таки зависит от того, насколько в вашей семейной системе вот эти связи эмоциональные, да, семейные связи были изначально, ну, Сильны, сильны, сделаны, да, заведены.
Да, Ирина Васильевна, и самое главное, наверное, в этот момент не срываться, не как бы сохранять самому родителю спокойствие. Это Да. очень важно. И, наверное, существуют все-таки какие-то определенные вопросы или ответы, которые не стоит, да, в данной ситуации ребенку выдавать, а стоит все-таки как-то вот их, ну вот как у нас бывает, да, вот вы вся такая сейчас молодежь, кто ж вас сейчас вот таких вот всех поймет. Наверное, все-таки существуют какие-то вот определенные фразы, на которые не стоит выходить, а стоит как бы наоборот вывести ребенка из этой ситуации, но сказав немножко по-другому. Есть ли вот что-то такое? Да, конечно. То есть иногда родители что-либо, да, в порыве эмоциональном выкрикнут ребенку, скажут, но, как говорится, слово не воробей, и все, что сделано, то сделано. Ребенок может хлопнуть дверью, уйти. И поэтому каждый раз, когда мы хотим с ребенком проговорить вот эту вот что-то, какая-то трудность, естественно, мы изначально должны анализировать то, что мы сейчас ему предлагаем. Ну, к примеру, ребенок вам говорит: ненавижу эту школу, эту учебу. Тогда спросите: а что именно тебя раздражает, да? Что ты хочешь сделать сейчас, когда ты этого чувствуешь, прямо вот здесь и сейчас? И чтобы это не было таким, что вот я в твоем возрасте, да ты просто лентяй, да, то есть это наоборот усугубляет только ситуацию. Или же все, мне кажется, безнадежно. Да? Ну, то есть ребенок вам предлагает такую фразу. Тогда родитель, да, то есть будучи уже подумав и проанализировав, предлагает следующее. Да, иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие у нас сейчас проблемы и какую из них нужно решить в первую очередь. Да? Ну, то есть, опять-таки, мы ребенку даем определенную перспективу в том, что проблемы решаемы. И решать нужно их постепенно. И, естественно, ни в коем случае мы здесь не говорим, что еще хуже есть люди, которым живется, да, в жизни, а ты вот тут не справляешься, только эта фраза, наоборот, так сказать, усугубляет. Или же, если вы слышите, да, ребенок вам предлагает, да, всем бы было лучше сейчас без меня, и вообще, зачем вы меня там родили, тогда спросите: а кому было бы сейчас лучше без тебя? А на кого ты сейчас обижен? Ты очень много сейчас, ты для нас очень много значишь, и меня очень беспокоит твое настроение. Скажи, что происходит? Да? То есть, во-первых, это и эмоционально взрослый должен показать, что ему эта ситуация тоже его ранит, больно, и он настроен на разговор. Ну и, естественно, не говорить, что да это все глупости, давай лучше о другом, о более веселом, что ты сейчас там начал. Да? То есть мы опять-таки зарываем ту проблему, с которой к нам ребенок обратился, и, ну, и подрываем наше взаимодействие с ним тем самым. Или же вот та фраза, которую очень часто, да, нам предлагают подростки: да вы меня вообще не понимаете, да что вы здесь, динозавры, можете понять. Ну и тогда вопрос родителя: скажи, пожалуйста, что вот я сейчас могу понять как родитель? Я хочу это знать. Давай мы с тобой, ну, пообщаемся по этому вопросу. Опять-таки, да, спокойно, выдержанно, с эмоциональной эмпатией, да, и так далее. И не говорить: да кто же вас, молодежь, сейчас поймет, да? Ну, то есть это вызов, это не решение проблемы, это закапывание, так сказать, опять-таки наших с ним взаимоотношений. Ну, в принципе, как бы понятна вообще вся вот эта ситуация. И спасибо большое вам, Ирина Васильевна, что вы к нам пришли. И вот в заключение, что бы вы вообще сказали родителям, педагогам, чтобы вот эта ситуация не возникала? И если возникла, то в первую очередь что сделать? Буквально вот в 2-3 словах. Ну, во-первых, самое первое, конечно, это то, что с ребенком нужно поддерживать связь всегда, а не только в кризисные и трудные ситуации. Нужно общаться не только на темы, которые вот что-то случилось, какие-то вызывают отрицательные эмоции, на темы даже те, которые вас радуют, когда вы хотите гордиться ребенком, когда вам хочется высказать. То есть это не должно быть одноплановым общением, да, оно должно быть ежедневным, да, и на те темы, которые вот сейчас вам интересны вашему ребенку. Будьте наблюдательны к ребенку, да, внимательны. Даже вопрос, который казалось вам, ну, вот сейчас неуместен, подумайте, проанализируйте, задайте это по-другому. И таким образом вы не упустите вот
то, что может привести вот к той трудной ситуации, которая уже может быть возникнет, да, в будущем. И вы как родитель, может быть, даже уже здесь и не справитесь. Но даже если вы как родитель не справляетесь с этой ситуацией, вы видите, что ребенок от вас уходит, он отворачивается, он не протягивает вот эту руку, да, как говорится, доверия, то всегда есть специалисты, ну, даже телефон доверия, тот, который сейчас работает и круглосуточно, можно звонить и родителям, и детям. Это вот те телефоны, даже друзей, телефоны тех людей, к которым он может обратиться, которые для него авторитетны и которым вы доверяете, это ребенок все, ну, должен в своем арсенале, в принципе, всегда иметь. И тогда я думаю, что ну, вопросы решения трудных ситуаций, то они есть, будут да, не настолько острыми. к чему вы пришли в итоге, да, что будьте внимательны к своему ребенку, ведите его по жизни за руку, рядом, ни в коем случае никогда не отворачивайтесь. Не забывайте о том, что это самое главное и ценное в нашей жизни. Да.